службу госбезопасности, как я говорю, никто с заявлением в бумажном виде не обращался. Да, были заявления со СМИ, которые мы видели, то, что обращения были в службы. Мы занимаемся данным фактом, проверкой данного факта. Эти люди не были задержаны, эти люди были доставлены в службу госбезопасности. После инцидента, имевшего место, гаджеты мы получили через несколько часов, правильно сказал здесь Кан Валерьевич. И данные гаджеты были обследованы службой госбезопасности, но в чем причина, объясняю. В том, что если данные гаджеты при задержании службы госбезопасности были бы изъяты законным путем, они имели бы другое основание. Данные гаджеты побывали в других руках, они были использованы. Мы для себя информацию сняли, естественно, что будем дорабатывать оперативным путем. Но еще раз хочу сказать, вот здесь некоторые СМИ опубликовали, что данные граждане были выдворены с территории Республики Абхазия. Это не так. Чтобы выдворить не гражданина Республики Абхазия, на то принимается решение судом, не служба госбезопасности. Я попрошу, давайте писать правдивую информацию. С данными гражданами была проведена беседа, работа продолжается. На данный момент они находятся не на территории Республики Абхазия, но для того, чтобы нам работать, это нам не мешает осуществлять свою оперативную деятельность. Если бы, еще раз говорю, что граждане Республики Абхазия, которые принимали участие в данном инциденте, конфликте, как хотите его назовите, сразу бы обратились бы в органы правопорядка, и мы бы не отреагировали бы на это, я бы понял. Но произошел инцидент, произошла драка. Что там произошло, кто дрался, пока не установлено. Данные граждане Российской Федерации утверждают, что у них было похищено свыше 1 миллиона рублей. Это то, что у нас записано. То есть похищены были личные какие-то предметы, это телефоны, ноутбуки и все остальное. Я еще раз говорю, что если наши граждане видят правонарушение, то можно же было обратиться в службу госбезопасности, в Генеральную прокуратуру, в милицию. И я уверяю, что мы отреагировали бы незамедлительно. И у нас бы по-другому бы и обстоятельства дела расследовалось бы, и все было бы по-другому. И все бы выглядело совершенно по-другому. Что я хочу сказать. Данные граждане заявляют о том, что им нанесли побои, увечья. Сейчас за их вину мы разбираемся, мы доложим, естественно, по окончанию данной проверки мы доложим, что там произошло и чем они на территории Республики Абхазия занимались и какую правовую оценку дадут правоохранительные органы. У нас есть уже поручение от прокуратуры города Сухум, какие мы действия должны произвести касательно граждан Российской Федерации. Но касательно граждан Республики Абхазия нужно было, еще раз говорю, обратиться к нам. И мы бы отреагировали бы на это, и все это имело бы совершенно другой вид и другую атмосферу, как говорится. Сейчас, в данный момент, мы имеем заявление о том, что у людей похищены деньги и ряд гаджетов их. И плюс у них избиение, где сняты побои.